Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Якутяне будут получать качественные финансовые услуги с использованием самых современных инновационных технологий. Соответствующее соглашение будет подписано между Якутией и Центробанком Российской Федерации. Такие договоренности достигнуты в ходе встречи руководителя Республики Айсена Николаева с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной в Москве. Большая часть республики является малодоступной и малонаселенной. При этом финансовые услуги предоставляются не в полном объеме. Мы обсудили с Эльвирой Набиуллиной ряд очень важных вопросов, касающихся финансовой системы республики, связанные с общей доступностью финансовых услуг населению, сказал Айсен Николаев. Кроме того, Центробанк поддержал вопрос докапитализации и региональных финансовых институтов, страховой компании «Стерх» и «Алмаз-Регионбанка». Напомним, решения по ним были приняты руководством республики еще в прошлом году. По словам Айсена Николаева, после их обсуждения Эльвира Набиуллина выразила поддержку нашей политики и попросила более серьезно заниматься нашими финансовыми институтами для их дальнейшего развития. Кроме того, в ходе встречи с главой Центробанка Айсен Николаев поднял вопросы функционирования филиалов других крупных банков России и вопросы повышения финансовой грамотности населения. И в завершение банковской темы. Цивилизованное решение проблем банка Татта будет найдено, пообещал руководитель Якутии Айсен Николаев в интервью издательскому дому «Московский комсомолец». Татта-банк полностью частный банк, республика не была его акционером, но ситуация находится под контролем. Центральный банк и правоохранительные органы постараются сделать все возможное, чтобы снизить потери вкладчиков. Айсен Николаев подчеркнул, что, во-первых, процент предпринимателей, которые обслуживались в банке Татта, составлял порядка 10-20, а не 80. Кроме того, средства юридических лиц, которые не защищены по линии агентства страхования вкладов, составляют порядка 2 миллиардов рублей, поскольку в банке были не только средства малого бизнеса, но и средства крупных республиканских предприятий. В июне 2018 года группа «Алроса» реализовала алмазо-бриллиантовую продукцию на общую сумму 390 миллионов 300 тысяч долларов, в том числе бриллиантов на 6 миллионов 600 тысяч долларов. Всего в первом полугодии продажи алмазо-бриллиантовой продукции «Алроса» в стоимостном выражении составили 2 миллиарда 689 миллионов долларов. Спрос на весь ассортимент алмазной продукции остается устойчивым, что позволяет компании получать хорошие результаты продаж. Июньские продажи оказались на 35,5% выше, чем в мае этого года, и на 7% выше, чем в июне прошлого года. В целом, по второму квартале был практически незаметен традиционный для этого периода сезонный спад. Так прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора «Алроса» Юрий Каюмов. Также компания «Алроса» намерена огранить и продать уникальный алмаз, добытый на севере Якутии. Стоимость камня при весе 27,85 карата до огранки составляет около 14 миллионов долларов. Крупный розовый алмаз добыло дочернее предприятие «Алроса» «Алмазы Анабара» в арктической зоне республики. Это уникальный камень. До находки самый крупный розовый алмаз компании имел массу около 4 карат. В «Алроса» сообщили, что уникальный розовый алмаз является самым дорогим из когда-либо добытых в истории отечественной алмазодобычи. Напомним, что несколько лет назад на аукционе Сотбис был выставлен алмаз размером 15,38 карат со стартовой ценой 28 миллионов долларов. Федеральная налоговая служба объяснила, в каких случаях будет взиматься налог с карточных переводов. Как следует из разъяснений, это средства, поступившие на счет физлица в качестве оплаты товаров, услуг, а также вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, например, по договору найма жилого помещения. В таких случаях у налогоплательщика есть обязанность предоставить декларацию по налогу на доходы физических лиц, форма 3 НДФЛ. В этом случае налог придется заплатить. Не считаются доходом и не облагаются налогом безвозмездные карточные переводы граждан. Проще говоря, дарение денег. Невыгодно не создавать условий. Где бы абонент ни находился на территории России, он должен платить за связь по одним и тем же тарифам. Законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга прошел в Государственной Думе первое чтение. Инициатива была внесена на рассмотрение Нижней Палаты в июне прошлого года. По сведениям авторов, операторы связи зарабатывают на национальном роуминге миллиарды рублей, а граждане, приехавшие в другой регион, терпят неудобства, ведь им приходится покупать местные сим-карты, чтобы избежать переплаты. Законопроектом вводится обязанность операторов связи применять единый тариф на услуги связи по всей территории России. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.